Стальмахов фамилия, да, она такая тоже, скажем, металлически-техническая какая-то. Очень много часов я разрисовал за свою жизнь, да. Это очень символично. В каждой выставке я стараюсь сделать как что-то новое. Ты же сразу картину не нарисуешь хорошую сильно. Надо два холста сначала испортить. Каждый раз ты думаешь, ну сейчас вот это я доделаю, я же на этом, наверное, успокоюсь. Нет, потом ты опять что-то так идешь, такой раз, кусочек хороший бревна валяется, и думаешь, ёлы-палы. В детстве, да, рисовал все время. Ну, своеобразно. Танки, Кремль со звездами, самолеты. Отец военный был, да. И мы жили мы в отдаленных местах. В основном это отец белорус у меня, но мы жили в Забайкале, на Дальнем Востоке. Там были на Урале. И негде было даже учиться. То есть понятие, то, что вообще существуют какие-то художественной школы, ну, даже не знал такого. И когда какой-то солдатик где-то там что-то рисовал, конечно, я всегда был рядом с ним. Вот это было. Но я всегда хорошо учился, знаете. Вот физика, математика, пятерки. Пошел там куда? Сосед у меня ходил в радиокружок, да. Пойдем, говорит, с нами. Пошли в радиокружок. У меня там тоже все так мгновенно получилось, да. А тут как раз конец школы. Ну, куда идти? Как-то, ну, куда? Тут радиотехнический институт, да. Как раз пошел в радиотехнический институт. На втором курсе я посмотрел фильм вот Соловьева «Аса», да, и сразу это я вот понял, что вот это люди, вот они такие точно, как я. Вот эти, ну, художники-музыканты, да, герои этого фильма. Да, я понял сразу, что я не там учусь. Вот. Ну и перестал учиться, и как бы 4 года просто там работал оформителем. Ну и параллельно так типа учился. Это вот были годы перестройки, постоянно какие-то выборы, какие-то стенды, новые веяния. И очень много было работы. И это был хороший заработок, понимаете? И, конечно, когда ты получал там больше преподавателей твоих в институте там в 2 раза, ну кто тебе что скажет? В институте выборы какие-то, там красная ткань натянутая 1,5 метра на 2, и там написано: сегодня выборы, у мясовые советы там. Я любил такую передачу симпатичную «Городок» со Стояновым и Олейниковым. И заставкой одно время к этой передаче была картина Стальмахова «Его город». Вот настолько был известным самодеятельным художником. Тогда он еще был самодеятельный художник, который торговал своими картинами прямо на панели. Но на самом деле там было очень много талантливых людей, причем выпускников и академии, и БНТУ, прекрасных живописцев, которые сейчас уже выросли до звезд буквально, ну и Владик в их числе. Каждая продажа отмечалась всем комьюнити. Вот стояли сначала галерея Мастацтва теперь на проспекте, а второе место – это сквер около площади Свободы, вот потом туда перенесли. Ну что, рисовал, вот это было спокойно, пойдешь, там, понедельник, вторник, среду порисуешь, четверг, пятницу, субботу сходишь, там, на продажках, их хорошо покупали тогда. И вот там вот еще на проспекте мы познакомились друг с другом, там было 5 художников нас, разных, но все они были, как бы, ну, нереалисты, скажем так. Как бы трудно определить теперь течение, в которых они работали. Все эти люди. Но вот все равно они все собрались, и мы решили, ну, почему нам не сделать выставку одну, вторую, вот мы назвали «Желтый дом». Почему? Хотя я предлагал более такое спокойное название. Потому что такие вот, ну, громкие фразы я не так люблю, да. Вот просто я сказал, давайте назовем «Дом». Володя Склеганов, он сейчас живет в Жлобине. Сергей Коваль, он сейчас живет в деревне около Светлогорска. Андрей Вацура, он минчанин, Саша Миронов минчанин. Вот. А Сережа Дегтяренок, еще есть такой художник, он тоже к одной выставке к нам присоединился. У меня с папой было очень много, и в целом и мамы, и папы было очень много, и я знала, что с детства понимала, что мне повезло больше, чем другим детям, потому что я родилась в 90-х, и, наверное, все родители были вынуждены работать много, потому что было тяжело зарабатывать, а для художников 90-е это было хорошее время. И папа, у него была возможность много свободного времени уделять мне, и
мастерская у него была на тот момент в соседнем доме была квартира, он снимал. И он часто меня с садика забирал, я там у него рисовала, сидела. Я помню, он мне давал пастель у себя в мастерской. Было такое печенье, сейчас в такой голубой упаковке длинной, кокосовое. Вот оно было такое кругленькое. И там у него лежала пастель. И я помню, что я всегда рисовала пастелью. И еще с папой, ну, у меня был старший брат, и есть старший брат, и мы троем все время играли, с папой строили из стульев, подушек, я помню, самолет. И все время у папы была в детстве мечта быть военным, и он как бы, мы все время вот боролись с врагами в самолете из стульев и подушек. Конечно, художник любит успех, конечно, это важно. Был успешен. А вот даже на улице много людей очень хороших слов говорили, да? И тоже был успешен в том, что познакомился тогда с какими-то людьми, они предложили, кто-то предложил выставку в Москве, кто-то предложил выставку там в Европе, в каких-то там нескольких странах, кто-то еще. И вот, понимаете, вот это время перестроечное, послеперестроечное, оно было время перемен и больших каких-то идей. Тогда только открылся вот этот мир, да, Советский Союз распался, железный занавес, как он тогда упал, да, и люди стали тянуться друг к другу, да. И в Европе тоже большие перемены тогда были. И все были в каких-то поисках, каких-то новых открытиях, хотели что-то сделать. И поэтому легко были, эти контакты легко наводились. Вот люди приходили, также звоночек вот такой по телефону, говорят, а мы хотели бы вот купить, ну, там, у вас 2 картины. Ну, хорошо, приходит, ну, ты смотришь, это там Валера Тодоровский, допустим, да, или там Юрий Стоянов, или кто-то там, еще какие-то политические деятели. Ну, вот так, все просто. Человек того времени должен был уметь сделать все сам. Потому что, как вы помните, сервис наш был хороший, но не навязчивый. Сервиса никакого не было. И на самом деле нужно было уметь и самому починить водопровод, и самому сделать проводку. Тем более, что Владик учился в техническом вузе. Ну и огромную практику, конечно, давали стройотряды. Он был стройотрядовцем таким завзятым. И у него была такая жилка, такого кулачка, такого предпринимателя, который умел и деньги выбить, и сделать побыстрее, и качественно, и быстро, и красиво. Ну и понял, что как бы зарабатывать деньги еще можно искусством. Особенно бывая во всех этих колхозах, где был особый дефицит красоты и культуры, там создавались всякие росписи, делалась всякая оформиловка. Я вот крайне не люблю писать вот, ну, для чего-то и что-то. Ну, это тяжело. С опытом это легче, конечно, да? Ну, с каким-то профессиональным художественным опытом. Но все равно зачем? Когда у тебя есть куча своих идей. И ты должен всегда человеку объяснить, что вот то, что нарисовано как бы художником, да, не предложенное тобой, это всегда как бы, ну, эмоционально это дороже, как бы, это, ну, это независимое художественное произведение, правильно? Оно всегда более правдивое, скажем. Это результаты наблюдений, ну, каких-то воспоминаний с детства много, с юности, да. Зрительная память вот очень хорошая так получилась. И как бы плюс, ну, подфантазируешь, как любой художник, да. Ты подфантазируешь где-то, подведешь их под свои, как бы, ну, под свой размер. Это вот обычно самые простые маленькие люди. Ходят на мотоциклах, ездят на машинах, на самолетах. И еще очень люблю моряков. Да. И простые же люди, они же обычно не герои по улицам ходят, только в определенных ситуациях могут ими стать, как бы, да. А вот, ну, моряки, красивая форма, как бы мечта юности, может. Да, вот так, одно, второе, третье. То в целом художники как бы вот немного себя рисуют или какой-то свой идеальный мир, и у папы всегда такие картины, вот они дружелюбные, там много людей, они сидят за столом, куда-то все вместе едут. И получается, что если есть возможность, например, там, нарисовать людей в машине, то это часто там муж, жена и там 2 детей или 3. Ну, то есть это как бы, там нет такого, что это прям вот точно мой портрет или портрет вот, матери, папы. Но как бы мы все понимаем, что вот эта там девочка с косичками – это я, вот там вот мальчик с машинкой – это мой старший брат. Ну, то есть это такие персонажи, что я просто понимаю,
что вот семья, там, дружба, допустим, для моего отца важна, и он это в свои картины переносит. Старший сын архитектор, у нас дочка, она графический дизайнер, жена ландшафтный дизайнер, а вот этот младшему 12 лет. Но пока так, гоняет собак. Я помню, когда в школе нужно было иногда рисовать какие-то вот эти дурацкие плакаты, знаете, ну там каким-то, как стенгазеты, не знаю, вот папа иногда, я помню, мне помогал, что-то такое. И, да, и помню, еще в школе вот любили учителя попросить что-нибудь. У нас там школьный спектакль, можете верблюда нарисовать, нам там нужно что-то такое. Вот. Ну, а в целом, как бы... Ну, мы все всегда много рисовали. Ну, то есть у нас у всех детей как-то косвенно с творчеством связана профессия, поэтому просто в целом мы много рисовали. С папой и без него. Заходят, когда я как бы им, ну, позову там их или... Ну, о чем тут делать? У них там своя территория. Так сын придет что-то, да, там, забить гвоздь папа надо. Ну, забьем гвоздь. Ты какой фильм смотришь такой? Ну, давай вместе, ну, давай, да. Сын вчера говорил, он писал сочинение про лучшую комнату, про комнату в доме. Ну, и он писал про мастерскую. Он написал, что писать, что папа там все время проводит. Что папа там всегда. У нас есть мастерская на 2-м этаже и мастерская на улице. Мастерская по металлу. Он очень долго собирал там, как он говорит, библиотеку металла. Вот. И он увлекающийся человек. Поэтому в один прекрасный момент он решил, что ему нужно еще заняться скульптурой. И построил для этого мастерскую еще одну. И периодически занимается этим. Но он устает от этого. Потому что это, металл, как он говорит, забирает слишком много энергии. И в какой-то момент он пресыщается этим. Если он живописью не пресыщается, то вот работая с металлом, пресыщается, устает время от времени. Идешь. И раз классная железка, да. Думаешь, ну хорошая железка. Вот еще одна красивая, да. И ты думаешь, так их же можно соединить, и будет, еще 2 раза красивее, да. А есть такое направление в скульптуре, как бы сварная скульптура, да. И я много поварил за жизнь свою, как бы много сварил скульптур этих. Они остаются какие-то уходят. Но сейчас вот я немножко поостыл, потому что я считаю, что они мало говорят о тебе, как о художнике. Вдруг жалко бывает болгарка, потому что вещь такая тяжелая для здоровья. Сварка тоже тяжеловатая вещь. Ну, получается многое, да. Как бы как-то вот этот, не знаю даже почему-то, но какой-то зов далеких предков, наверное, есть. Стальмахов фамилия, да, она такая тоже, скажем, металлически-техническая какая-то, Стальмахов, да, стальмахать. И все свои скульптуры, все свои работы он создает сам. Он все умеет делать руками, он работает с деревом, он работает с металлом, он прекрасно варит, он делает и маленькие камерные объекты, и гигантские монументальные. Мы с ним несколько раз работали на пленэрах вместе, и на вот этих знаменитых катушках, где он из катушек 2 гигантских сделал такую большую-большую гитару. Ну и, конечно же, классная была работа в Березинском заповеднике. Он такого смешного осилка сделал из досок, из горбыля. Я постоянно считаю себя живописцем, да, потому что я всю жизнь как бы рисую картины, живу в основном за счет картин. А вот это все меня отвлекает, конечно, но как бы и каждый раз ты думаешь, сейчас вот это я доделаю, я же на это, наверное, успокоюсь. И хватит уже, хватит. Нет, потом ты опять что-то так идешь, такой раз, кусочек хороший бревна валяется, и думаешь, елы-палы. Да я сейчас быстренько. Вот сейчас, у меня же там все есть. Мастерская, там сейчас вот рубаночек, тут стамесочку, трык-пык. Оп, все быстро сделал за день. Есть большой автобус, в него много можно положить вообще. Где-то есть что-то валяется, ты взял там, спросил, договорился с людьми быстренько.
погрузили, привез. Вот очень много часов я разрисовал за свою жизнь, да. Это очень символично, потому что время она идет, конечно. Это жалко, что оно идет вообще. Это очень жалко. Эти все часы ходят. Потому что перед чем разрисовать, я их либо сам починю, если не получается, затяну, тогда их починят в мастерской. Он расписывает мебель, это тоже такая тема оказалась востребованной. И это не случайно, потому что, да, Пиросмани писал просто на старых клеенках, а Владик пишет на старой мебели, на детских маленьких игрушечных пианино и фортепиано, и роялях, расписывает всякие железяки, хитрые формы, встраивает туда свои собственные коллекции, какие-то реальные вещи. Ну, такой типичный постмодернист, где нету никаких ограничений, где всегда есть ирония. И вот несмотря на то, что он продукт этой советской эпохи, на самом деле он к ней относится и трогательно, и тепло, и одновременно очень иронично. И как бы эти темы, они такие простые, душевные. Он сам всегда пытается выглядеть таким чудачком, но очень тонкий, очень умный и очень интеллигентный человек, я считаю, Владик. Это как бабушкин буфет. Знаете, когда бабушка на каникулы приезжала, у нее был буфет. И ты туда так тихонечко с братом так раз откроешь дверцу, да, так раз, а там конфеты в какой-то вазочке. Ты так раз, оп. А потом смотришь, дед в обед там пришел домой, да, так открыл так себе рюмочку чего-то, раз так тихонечко, и бабушка заходит, и закрыл так ее, да. Или, ну, и это целая жизнь. А ты открыл его, да? Буфет, он как корабль, понимаете? Вот тут есть всегда что-то покушать, что-то почитать, во что-то поиграться, да? То есть дед там рисовал карты у меня, он был весь тушью пропахший такой. Открываешь, там свой запах. Ну, целый мир. Вот эту историю, что я вам рассказываю словами, я ее пытаюсь рассказать еще в своих этих вот, ну, людях, которых я нарисовал здесь, да? Вот матросик. А потому что мой там дядя служил на флоте, да? И он там привез бутылочку такую, какого-то коньяка, и он там 40 лет уже пустая стоит где-то у бабушки, она ее даже брать не разрешает кому-то там, да. Или там кто-то, вот, сосед всегда жене дарил цветы там, да. Не знаю, откуда он их там покупал, их там не было живых цветов там. И вот все, оно вот так собирается, да. И получается история. И это шкаф для граммофона, да. То есть музыкальный шкаф. Вот здесь вот открывалось, и была такая конструкция, которая техническая, ставились пластинки, они крутились, а вот эта вот крышка открывалась, и отсюда шел звук, да? И весь этот ящик, как огромная колонка, его резонировал. А вот тут открывалось, стояли пластинки на полках. И как бы сейчас тут этого ничего нету, но вот как бы остался шкаф. И мы его так разрисовали, он что-то будет людям о другом чем-то рассказывать, да? Сейчас вот я думаю, вот, наверное, вот сейчас распишу мебель чуть-чуть, и 2 месяца порисую картины. Как бы. Вот надо как-то собраться. Оно так невозможно, понимаете? Ты же сразу картину не нарисуешь хорошую серию. Надо 2 холста сначала испортить, как бы, да? Потому что настроиться на это, вот настроиться. Потом вот потом порисовать. Да, потом как бы закончить, сделать выставку. Была у меня такая идея, Пушкину же был день рождения, ему, каждый год день рождения Пушкину, да? А был какой-то юбилей. Я так посчитал, ё-моё, это ж Пушкину 200 лет, да? 200 лет, да. Я говорю, так надо же сделать... Нет, 210 тогда было, наверное. Надо нарисовать про него картины. И так, а как их нарисовать? И стал вот я просто про него читать. Сейчас же все просто, спросил в интернете, тебе все написано. И я понял, что он при жизни очень мало ездил куда-то. Он ездил в ссылку, ездил, вот он в Пушкинских горах в том году там делал выставку. Туда в ссылку ездил. Он был такой невыпускной. Может, ему не за что было ездить, он же весь в долгах был. Ну. И поэтому я решил, что он попутешествовал. Да? Он съездил к Экзюпери, полетал на своей исторической родине, потому что Экзюпери там был пилотом почтовых авиалиний на северо-западной Африке как раз. Потом с Ремарком в Париже попутешествовали, они там залезли выпившие на Триумфальную арку, сели там, разложили газету, поставили натюрморты, выпили.
потому что Ремарк же про «Триумфальную арку» написал красивую книгу. Да, и Пушкин ему там просто читал стихи, а Ремарк слушал, потому что он стихи не писал, ему было интересно, да. И вот там, потом он куда-то съездил там с Хемингуэем на охоту, да. И туда и сюда с Дубровским они очень сильно похулиганили. Да, с Довлатовым. Четырехстишие смешные я писал всегда. Но так как-то мне один раз тут под ноготь попала железяка, короче, пришлось мне ноготь этот весь удалить. Пошел там к другу к хирургу, мне выпить. И как-то болела сильно эта рука ночью. Я думаю, надо написать, наверное, стишок. Я сел, написал 12 стихов, помню, тогда за ночь. Ну, не спалось, да? И вот с тех пор я пишу стихи, как бы. Это немного, это лет 7, может, прошло. Обычно картина, а потом ты даже не думаешь, что ты к ней напишешь стих, да? А потом вот смотришь, вот, ну, влюбленные тихо стоят под зонтом. Вдвоем хорошо им и дождь нипочем. Собака уныло виляет хвостом. Хозяйка влюбилась, и пес огорчен. Хозяйка художник, он инженер. Он ходит на службу, она на пленэр. И мимо спокойные ровные дни проходят в заботах, холстах и любви. Это вот ты смотришь, нарисовал вот тетя, дядя и собака скучает. И оно само все появляется, как бы, вот это. У Владика какой-то особый стиль. Он и брутальный, и одновременно очень трогательный, и душевный. И вот человек, закончивший РТИ, полностью себя отдал искусству. Ну, там такой налет техницизма, такой инженерности, он как бы чувствуется вот в деталях, в знании каких-то предметов, которые он изображает, как он изображает технику, самолеты, паровозы, автобусы. Это все, конечно, утрировано, но сознанием того, как это устроено. Потому что если неподготовленного человека попробовать по памяти, не художника, нарисовать велосипед, он сделает миллион ошибок. А Владик это делал очень тонко, очень правильно, очень грамотно. И у него всегда получалось... Каждая его картина – это праздник, где нарушены все законы перспективы, где вот это миропонимание совершенно иное, совершенно необычное, и вот он этим подкупает. Он время от времени занимался на протяжении своей жизни коллекционированием. Вот он коллекционировал фигурки, статуэтки, в основном детские образы коллекционировал. В какой-то момент сказал, хватит. Всю жизнь он коллекционирует старые игрушки елочные. Вообще у нас классная коллекция елочных игрушек. И когда мы где-то смотрим другие коллекции у кого-то там видим, то мы понимаем, что наша коллекция лучше. Папа любит старые машины. Он, наверное, рассказывал. У него есть, ну, я не знаю, это не коллекция, но он для себя покупает. У него там есть «Волга», «Победа», вот это все. Собирать старые в целом вещи. И у него даже в многих работах есть такой как бы ready-made. Он там много советских собирает, каких-то атрибутов, в общем, маркеров и времени. Вот. Еще папа любит... Готовить папа любит. Для него важно всегда, чтобы вот все вкусно поели. Покупать продукты, вот это для него самое любимое занятие. Он чувствует, что он заботится о семье. Он говорит, я забочусь о семье. И ему это нравится. Для него своеобразное развлечение даже. В каждой выставке я стараюсь сделать как что-то новое, чтобы как бы ударное число вот картин, большая часть их было новых, и она была про что-то, да? И вот, ну, если там в том году я делал выставку там про тутейшиков, то есть это про людей, которые живут здесь, да? А до этого там была поэтическая выставка, то есть там это были картины, про которые написаны стихи, поэтическое настроение, то есть а до этого там была еще, допустим, какая-то выставка, ну, скульптура металлическая, да? Сейчас есть множество каких-то старых детских игрушек советских, множество советских каких-то
велосипедов, да, детских каких-то машинок, вот, на которых педаль. Я хочу сейчас сделать, вот, используя их скульптуры, да. И это будет вообще классно. Я уже все придумал. У меня все есть. И железки, и дерево, и эти объекты, они же все у меня есть. Это все соединить, это будет просто красиво. Но оставляю на май, вот на июнь, потому что летом, ну, рисовать не так хочется, да. И рисовать хорошо, когда вот снежинки за окошком, ветер, листочки летают. А когда солнышко на тебя светит. А вот это, кстати, очень хочется. Тогда это на улице просто колупайся с огнями, и это классно, да? Конечно, то, что ты видел в детстве, с чем ты жил, какие были там, ну, люди у тебя, или родственники, или там, когда ты сам был ребенком и смотрел на все с интересом. Конечно, потом времени ты скучаешь.